Алло, мама, привет! Доча, привет. Вот сегодня у нас праздник. Как ты там? День А? народного единства. Да, у меня все нормально. А вы что делаете? Мы шашлыки готовим. Да. Как я же вас скучала. У нас с папой поговори. Салам. Привет, папочка. Как там в Якутии? Ну, здесь хорошо, все хорошо, холодно, зима. Шашлык готовим. Плов готовили. Класс. Празднуем. Сейчас бы к ним на родину, в Узбекистан. Göstermemo, Caca kademlere bulandı bu Yagaremo, hayatamo Erketayım, çıkçıstayım Hazların yaşta yakarım Yayatemo, yagaremo Узбекистан – удивительная страна с древней историей и уникальной природой. Давайте познакомимся с ней поближе. На территории Узбекистана веками проходил Великий Шелковый путь, связывавший два разных мира, две разных цивилизации – Европу и Азию. Великим шелковым путем путешествовали ткани, пряности, драгоценные камни. Поэтому не зря узбекский народ сформировался гостеприимным и приветливым. Здесь всегда принято тепло встречать приезжих и угощать их самыми вкусными блюдами узбекской кухни. Кухня имеет глубокую историю, тесно связана с узбекской культурой, языком и традициями. Наиболее популярный мясной ингредиент – баранина, однако широко используются говядина и конина. Кто не слышал об узбекском плове? Он готовится, как правило, еще с ночи и подается на стол рано утром. Обычно в таких случаях используется рецепт праздничного плова. Это один из наиболее известных обычаев, который в современном Узбекистане играет очень важное значение во взаимоотношениях людей. И по сей день плов принято есть руками, хотя это требует некоторого навыка. Основу плова составляет вареный рис. Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира. Узбекские мучные блюда составляют практическую половину всех блюд национальной кухни. Самое популярное – это пресное тесто, хотя используют и дрожжевое тесто при приготовлении блюд. При приготовлении вторых мучных блюд применяются такие приемы тепловой обработки, как варка в воде, в бульоне, на молоке, жарка с последующей варкой и другие. Особой популярностью пользуются самса – пирожки из слоеного теста с мясом или другой начинкой, а также манты – парные изделия из теста с мясной или овощной начинкой, ханум – парной рулет с картофельной начинкой и другие блюда. Многие узбекские мучные изделия, в том числе самса, пекутся в тандыре, высокая температура выпекания в котором придает изделиям своеобразный вкус. Узбекская лапша пользуется в приготовлении в первых и вторых узбекских мучных блюд, среди которых наиболее известны нарын, лагман, кескан, ош. Также не менее популярны узбекские пельмени чучвара. Каждый дом в Узбекистане украшен коврами. По традиции, которая сложилась в древности, ковры всегда были важной частью убранства дома,
часто заменяя мебель. Ковры использовались для покрытия пола и для украшения стен. Их художественная ценность всегда ценилась не меньше, чем их функциональные свойства. Чай как церемония является одним из самых прекрасных восточных обычаев. В любом доме гостю обязательно предложат пиалу ароматного узбекского чая, который является напитком гостеприимства. Узбекское чаепитие имеет свои особенности и каноны. В заварку надо засыпать в хорошо согретый чайник, затем налить немного кипятка, держа на пару. Гостеприимный хозяин сам заваривает, разливает и подносит чай гостям. Одним из главных принципов каждого восточного народа является гостеприимство. Оно является неотъемлемой частью народа Узбекистана. Для людей очень важно хорошо принять гостя, оказать помощь и приятное времяпровождение. Несоблюдение этих правил приравнивается к позору рода или семьи. Если представить узбекскую семью, то перед глазами появляется большая дружная семья, в которой проживает не одно поколение, начиная от самых маленьких, заканчивая стариками. В Узбекистане очень уважают и почитают старших. Опозорить семью значит показать свое неуважение к старшему поколению. Это считается ужасным проступком. Уважение – самое важное и неотъемлемое правило каждой узбекской семьи. Присев за стол, вначале старейшина читает молитву, и только тогда можно приступать к чаепитию. Узбекский национальный танец необычайно выразителен и олицетворяет собой всю красоту узбекского народа. Главное отличие узбекского танца от других танцев народов Востока – это акцент на сложные и выразительные движения рук и богатая мимика. Эти танцы оживают на всех семейных, деревенских и городских праздниках. Эти танцы передаются от поколения к поколению, в них сохраняются старинные танцевальные традиции, а также реальный или уходящий быт.